Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия Лайв». С вами Сергей Михедов. Сегодняшнюю программу хочу начать с высказывания Виктора Гюго. Театр не есть страна реального. В нем картонные деревья, полотняные дворцы, тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках, солнце, выходящее из-под земли. Театр в то же время – это страна истинного. На сцене человеческие сердца, за кулисами человеческие сердца, в зрительном зале человеческие сердца. И сегодняшним нашим гостем Андреем Габушевым мы поговорим про театральное искусство, о премьерах в театре и развитии искусства в целом. Добрый вечер, Андрей Григорьевич. Здравствуйте. В год столетия автономии нашей республики Русский театр открыл уже 132-й театральный сезон. Наш театр старейший на Дальнем Востоке. Давайте подведем краткий, но емкий итог минувших сезонов. Какие успехи есть у театра, кого бы вы хотели отметить? Да, здравствуйте. Действительно, наш театр старейший на Дальнем Востоке. Не так давно, буквально несколько лет назад, эти факты подтвердились. Все достали документы, что 132 года назад в первый раз мы сыграли спектакль. Ну, не мы вживую, да, но те люди, которые основали этот театр. Первый спектакль, и зарезервирована подпись губернатора на тот период, который приехал из Иркутска. Генерал-губернатор подписал все, устав театра. То есть такой ценнейший документ, можно сказать, подтверждающий такую серьезную дату, серьезное время работы театра. Да, очень интересный факт. Между прочим, да, на эсэх генерал-губернатор приезжал. То есть приезжал именно на эсэх? Да, из Иркутска приезжал и в Якутск и смотрел на наших артистов. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 05 02. Не так давно у вас были успешные гастроли по Якутии, может быть, не так давно, может быть, они даже у вас часто происходят. Насколько мне известно, были назначены дополнительные спектакли. Как вы считаете, чем это обусловлено? Что является причиной ошеломительного успеха? Да, мы так успешно, хорошо съездили по Южной Якутии, были в Нейрингре, в Алдане, в Нижнем Куранахе. В общем, причем я там был впервые, и многие из труппы тоже были впервые, потому что мы давно не были в Южной Якутии, а тут у нас еще труппа обновилась. И мы были очень поражены зрителем, именно как зритель принимает спектакли. Видимо, зритель стосковался. И причем мы возили разные спектакли. Это «Капитанскую дочку», наша такая визитная карточка, где занята вся труппа и даже больше людей, да. Повезли «Тетки» спектакль. Это тоже такая популярная у нас комедия, потому что там заняты у нас наши народные актрисы. Вот, и это наша гордость, можно так сказать. И тоже очень были хорошо приняты зрителем. Зритель смеялся. А также мы не оставили детей, ну, без зрелища привезли спектакль «Буратино», «Золотой ключик», и тоже дети в восторге были. Я думаю, что востребованность именно дополнительных спектаклей была вот как раз отчасти это, видимо, «Капитанская дочка», потому как материал, который проходят в школьной программе, и, соответственно, зрителю надо больше, ну, то есть не помещаются просто все дети в одном зрительном зале, и нужны еще дополнительные спектакли. Причем, знаете, очень радует то, что не так, знаешь, привели детей, и они сидят и смотрят такие, когда это все закончится. А они действительно, они начинают там баловаться что-то вначале, когда рассаживаются, потом постепенно они вникают в действие, да, и в конце в итоге зал встает. Я был очень удивлен, говорю, когда в Куранахе мы выходили, а дети, там, девочки, после спектакля пошли встречать наших героев, да, главных, со слезами на глазах, они стояли, фотографировались с актерами, с нашими, с парнями. То есть здесь можно сделать вывод, что не хватает, в принципе, выездов, наверное, по каким-то отдаленным поселкам, в том числе и Южной Якутии. Люди готовы ходить на спектакли, готовы смотреть театр. Да, я думаю, что это нужно взять за практику, да, и ездить чаще, потому что, ну, говорю, был большой промежуток времени, и зритель чуть, ну, подзабыл, да, что такое русский театр, а теперь они это вспомнили, ностальгия какая-то у молодого поколения, наоборот, только привычка, да, то есть нельзя вот так вот, ну, сыграть и бросить все, растите дальше без нас. То есть я думаю, что в ближайшее время, год, два, ну, максимум 3, ну, мы обязательно должны посетить эти места.
Ну, также были заключены соглашения о сотрудничестве с Нейрюнгри и Алданом. Что подразумевают эти соглашения? Чего ждать жителям Южной Якутии? Да, да, конечно, мы с ними, они нас хорошо встретили, и, соответственно, мы также с ними пообщались, и очень ждем их у себя в гостях, да, чтобы они привезли свои спектакли какие-то и показали у нас на То площадке. есть договорились о каком-то обмене своеобразном? Да, да. Плюс режиссеры Мирнинского театра, извините, Нерюнгринского театра должны приехать к нам на постановки. Ну, то есть в ближайшее время приедет Александр Иванов, он приступит к постановке Карлсона. Это пьеса будет пишется сейчас специально для русского театра, то есть на основе книги, да, детской, из нескольких рассказов компилируется и делается одно сценическое произведение с песнями живыми, будет живое исполнение, возможно, будет хор, то есть какие-то интересные решения. Ну, сейчас мы пока в процессе, да, разговора с режиссером-постановщиком, и все тайны не будем раскрывать, тем более мало ли что изменится, там какие-то, может, у него новые видения появятся. Вот он приедет, я думаю, еще тоже придет к вам в гости и больше расскажет. А после Нового года Петр Скрябин, ну, художественный руководитель театра «Кукол», да? тоже приедет и будет ставить у нас «Королевство кривых зеркал». То есть это будет постановка с куклами? Этого я не знаю, то есть это тоже от режиссера зависит. Если он вдруг захочет кукол, ну, будем осваивать эту профессию. Несмотря на пандемию, театр не приостановил свою деятельность, а напротив, выходили новые спектакли. Зрители изо всех сил стремились наконец-то встретиться в зале и увидеть спектакли, послушно соблюдая все правила безопасности. При этом были даже примеры, например, запасной аэродром. Откуда взялась идея такой сложной и необычной постановки, связанной с историей воздушной трассы Алсиб? Ну, это полностью заслуга нашего директора Александра Александровича Лобанова и Андрея Савича Борисова, потому что они долго искали этот материал, да? Ну, точнее, задумка была после спектакля «Два берега одной победы» раскрыть больше эту тему, да, то, что герои были не только на фронте, на передовой, а еще и у нас тут на севере, да, в тылу ковали победу, делали все для победы. Если первая часть, да, «Два берега» — это непосредственно летчики, то здесь мы обратились к истории ГУЛАГа, да, ну, то есть такой достаточно тоже сложной темы, когда женщины реально пошли и вместо мужчин стали строить запасной аэродром. То есть тема такая, которую, ну, стараются забыть, да, потому что там сложные темы затронуты, опять же, искалеченные судьбы, жизни загубленные, но тем не менее это все делается для победы, и тема очень патриотичная. Вот, я думаю, что спектакль получился очень хороший, очень интересный, который стоит своего особого внимания, и мы с этим спектаклем должны были вот в ноябре ехать на фестиваль «Золотой Витязь», потому что критики приезжали, посмотрели и очень много хорошего сказали, и ждут, в общем, ну, скорее всего, мы будем виртуально участвовать. Ну, пандемия и прочие новые реалии ставят свои отпечатки, да, ну, то есть и надо к ним адаптироваться. Вот все же раньше мы непосредственно репетировали, да, сейчас иногда вот приходится, когда пандемия, да, освоили такое понятие, как зум-репетиции, да, читки вот эти вот Пандемия удаленные. чему-то научила. Да, да, конечно, надо адаптироваться всегда, адаптироваться к современным реалиям. А вот тема патриотизма, насколько она востребована сегодня, учитывая вот эту обстановку, специальную военную операцию, может быть, готовятся какие-то новые постановки на эту тему? Наш театр вообще, на самом деле, никогда не забывал эту тему, да, то есть у нас же всегда какие-то раз в сезон, ну, может быть, раз в 2 сезона спектакли обязательно направлены в патриотическую историю, начиная даже с того же «Созвездия Марии», да, пускай это история гораздо раньше, да, ну, то есть не Великая Отечественная война, да, а освоение Сибири и Дальнего Востока. Но это как раз тоже затрагивает тему патриотизма, когда люди самоотверженно кладут свои жизни, да, для освоения, для развития своей родины. Вот. Для открытия новых земель. Да. Также у нас концертная программа от героев былых времен. Да? Пускай это не спектакль, но там
артисты поют патриотические песни, как раз посвященные героям нашим, тоже неотъемлемая часть. Вот. Ну, «Два берега одной победы», как мы уже сказали, это уже тоже легенда нашего театра. Ну, будете показывать снова, Да, будут новые показы. да, конечно, мы его и возим везде, в Магадане, в Благовещенске, везде, где мы не были на гастролях, даже в Сочи возили, люди встают и аплодируют стоя. То есть, потому что это материал такой, который не оставляет равнодушным людей. А потом этот спектакль идет только у нас в театре. То есть нигде в другом театре ни разу не ставился и навряд ли его поставят в ближайшее, по крайней мере, время. Ну и о теме гастролей будете, какие гастроли планировать на следующий год? Может быть, география гастролей будет расширена, вы сказали, были в Сочи, может, поедете еще куда-нибудь? На самом деле у нас такие завязались дружеские отношения с городом Благовещенском, да, где мы были, по-моему, если мне не изменяет память, 3 года назад. Как раз-таки тогда возили «Капитанскую дочку», «Два берега одной победы». Ну, много-много еще спектаклей возили. И в этом году мы должны были тоже, точнее, хотели поехать в этом году, но у нас не срослось, перенесли на следующий год. И как раз разговаривали с руководством театра, ну, Благовещенска, думали, что нового ввести. Говорят, да не надо новое, везите «Капитанскую дочку». Ну, то есть спектакль такой востребованный, что поколение детей подрастает, ну, подрастает тоже хочет посмотреть спектакль. В этом году нас, как зрителей, ждет премьера. Давайте подробнее поговорим про постановку Алексея Ларичева спектакля «Арап Петра» по мотивам неоконченного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Материал на самом деле очень сложный. Сан Саныч пригласил Алексея Ларичева на постановку. Именно Ларичев уже неоднократно приезжал в наш театр, ставил такие спектакли, как «Нас обвенчает прилив», «Деревья умирают стоя». Ну, такие очень спектакли интересные, с неназначенным таким видением, очень интересным. И очень пользовались таким хорошей популярностью у нашего зрителя. Вот решили пригласить его на новый материал. Сложно, опять же, скажу. Я почитал специально, изучил Пушкина, да. То есть, ну, там на самом деле несколько глав написано всего лишь. То есть из этого всего надо раздуть целую историю, чтобы создать полноценное полотно, да, спектакль. Для этого, мне кажется, это очень требует много фантазии и большого опыта именно режиссерского. Вот. Ну, Ларичев работал с драматургом специально, то есть они из вот этого произведения неоконченного Пушкина написали целую пьесу. Вот. А что из этого выйдет на сцене, это мы с вами сможем увидеть в ноябре. Все тайны я вам не расскажу, потому что я их сам не знаю, потому что у них сейчас проходят достаточно плотно читки. Почти вся труппа занята, и они так закрываются за дверьми, и там творят свое волшебство и секреты. Я думаю, чуть позже вы тоже сможете Алексея Ларичева пригласить к себе в студию и более подробно расспросить его. Либо сходите и посмотрите репетиционный процесс. Ну, пока репетиции за закрытыми дверями, но когда они начнутся на сцене, я думаю, что мы обязательно посмотрим. Ну и надеемся, что удастся пригласить действительно режиссера и узнать из первых уст. К Новому году в планах постановка спектакля по Леониду Филатову «Часы с кукушкой». Расскажите про премьеру подробнее. Да, ну, «Часы с кукушкой» уже буду ставить я. То есть вот Алексей Ларичев выпускает «Арапа», после этого приезжает Александр Иванов, выпускает Карлсона, и также мы параллельно с ним работаем. Я беру материал «Часы с кукушкой». Очень ненавязчивый материал, именно мы на нем остановились. Почему? Потому что это все-таки Новый год. Современные реалии такие достаточно тяжелые и суровые, что хочется чуть развеяться, ну, что-то легкое рассказать, а людям вот эта советская драматургия. Леонид Филатов, он же был и актер, и режиссер, и писатель, очень талантливый человек. Мне кажется, сейчас его начали чуть-чуть, ну, не то чтобы забывать, а новое поколение не знакомо с его творчеством. Мне кажется, это будет интересно познакомить новое поколение. Попробуем сделать это То есть это будет ярко. какая-то легкая новогодняя комедия? Да.
яркая, причем на самом деле пьеса состоит из 3 человек, из 3 персонажей, но мы постараемся туда ввести дополнительных персонажей, номера музыкальные, которые опять же будут исполняться вживую. Думаю, что это будет очень актуальная пьеса в Новый год. Ну, то есть и спектакль Так, актуальность получится. в чем именно? Потому что Новый год... Да, именно как сказать, тоже не хочется раскрывать всех тайн, да, о чем Ну, это. хотя бы приоткрыть. Да. Ну, просто на самом деле это наша сегодняшняя жизнь. Семейные пары, да, личные отношения какие-то, у кого-то рушится брак, у кого-то наоборот налаживается тема любви, она всегда нас окружает. Что бы ни происходило в мире, мы же всегда все равно думаем о своих близких. И как бы вот как раз на фоне Нового года все это обостряется. Мне кажется, это будет интересно. Ну что ж, с нетерпением будем ждать новогоднюю премьеру. В театре не забывают и про юных зрителей, что вы приготовили для ребят, для самых маленьких. Как я уже сказал, Александр Иванов из Нерюнгри приезжает и ставит Карлсона. Вот, над пьесой мы работаем. Скоро будут писаться песни. То есть это будет мюзикл, Да, ну, скажем так, музыкальный спектакль. музыкальный спектакль. Музыкальный спектакль. Я думаю, что он должен получиться яркий очень, так как Александр работает в театре кукол. Я думаю, что как раз какие-то интересные вещи с трюками, с полетами, я думаю, что они найдут очень интересное решение для того, чтобы спектакль оказался как, ну, скажем так, как мультфильм, что ли, более яркий и непосредственно для детского зрителя. Ну, может быть, даже и куклы будут использованы. Возможно. Все возможно. Как часто молодежь пользуется пушкинской картой? Насколько она снискала уважение у якутских юных зрителей? На самом деле тема еще осваивающаяся, да. По-моему, год, да, как ввели эти пушкинские карты. Да, еще, около года. Да, да. И еще на самом деле не раскрылась полностью. Грубо говоря, у нас за год посещений примерно 1500 людей по пушкинской карте. Ну, это в среднем, если посчитать, примерно 200 человек в месяц. Неплохая цифра, скажем так, но я думаю, что может быть и даже будет больше посещаемости со временем, потому что не все еще активировали себе эти карты, кто-то еще не знает, да, как это делать, некоторых не вводят, ну, просто люди еще не знают, еще не вошли в этот ритм, да, когда эта технология будет уже введена полностью, думаю, что будет в разы просто больше посещения. Ну вот давайте как раз-таки напомним якутянам, как оформить пушкинскую карту, ну и какие преимущества она дает. На самом деле все очень просто. Ну, как минимум, я знаю 2 способа. Это в госуслугах взрослые регистрируют ребенка, ну или на самом деле сейчас дети достаточно быстро все схватывают, иногда сами за взрослых все могут сделать быстрее. То есть в госуслугах регистрируется ребенок и через госуслуги активирует себе пушкинскую карту. Либо со взрослым вместе, опять же, почта-банк, и там подают заявку на получение этой пушкинской карты. Все на самом деле очень просто. Что дает эта пушкинская? Да, какие плюсы? Это, опять же, посещение спектаклей. Ну, пускай еще, пока еще не все спектакли можем посетить, да, по пушкинской карте. Но это вся классика, которая изучается в школьных произведениях. Ну, то, что у нас ставится, допустим, та же «Капитанская дочка». Вот. Плюс сказки можно посетить по пушкинской карте. Ну, а также кинотеатры тоже, насколько я знаю, какие-то сеансы можно посещать или какой-то процент отработать. Ну, то есть там определенная сумма, да, на пушкинской карте, по которой вы приобретаете билеты. Какую-то часть можно истратить на кино. Ну вот я как раз вспомню случай из детства, да, можно сказать. Сам учился в 26-й школе в городе Якутске, и нас водили как раз-таки, по-моему, на «Капитанскую дочку», как раз мы изучали в школе, ну и нас повели на спектакль в Русский театр. На самом деле были незабываемые впечатления, и была прекрасная возможность равнить, да, театр и художественное произведение. Поэтому наших телезрителей призываем, если есть такая возможность, пожалуйста, оформляйте пушкинскую карту, ходите на спектакли. Как минимум это не будет лишним, а даже, может быть, поможет ребенку что-то понять. Потому что человеческим языком, когда театр объясняет ребенку, мне кажется, гораздо проще понять некоторые вещи, которые описаны в художественном произведении. Конечно, непосредственно нужно чаще ходить в театр, водить детей, приобщать к культуре. По-моему, Гоголь же сказал, театр — это кафедра, с которой можно сказать многое миру добра.
То есть и мы это как раз и пытаемся это делать. В русском театре можно увидеть детские спектакли, которые по факту являются мюзиклами. Есть В такие. них есть живой вокал. Вообще, как труппа отреагировала на такое решение, да, то есть петь вживую, ведь актеры это не профессиональные певцы. При этом, насколько я понимаю, спектакли такие, именно музыкальные, пользуются успехом. Значит, труппа отлично подготовилась и зарядилась. На самом деле, когда поешь вживую, да, это может быть чуть-чуть технически сложнее, там, может, у нас еще аппаратура не совсем идеальная, чтобы это идеально было слышно, да, но когда актер поет вживую, это же другая энергетика, чем просто открывать рот, да, ну, как бы изображать, что ты поешь. Вот первый наш опыт был, это именно в детских спектаклях, по крайней мере, это «Алиса в стране чудес». Тогда мы как раз закупили микрофоны, и все, и вживую. Вначале, конечно, это было сложно, то есть людям привыкать к этому, то есть не все же привыкли работать с гарнитурами, то есть это было определенные такие, как сказать, сложности, да. И постепенно сейчас почти все, кого не спросишь, все говорят, да, я пою. А раньше, да не, я не пою, лучше там, может, под плюс поработаем. Сейчас это все по-другому. И из последнего, по-моему, это мы ставили в прошлом году, к Новому году, «Кентервильское привидение», где, опять же, музыка, написанная специально для нашего театра, специально написанные тексты. И тоже нигде по России не идет эта сказка, ну, по крайней мере, вот в этом материале. То есть какие-то идут «Кентервильские привидения», но это совсем другая драматургия, не тот драматург, не те песни. Вот. И, мне кажется, получилось очень неплохо и пользуется очень большой популярностью. А есть опыт приглашения для таких музыкальных спектаклей профессиональных певцов? Ну или, может быть, опыт приглашения непрофессиональных артистов для участия в спектаклях? Расскажите об этом подробнее. Ага. Ну, у нас, допустим, артист филармонии, ну, вокалист Анциферов работает в спектакле «Очи черные», да, это по Яме Куприна. Также непрофессиональные актеры. У нас, да, есть опыт приглашения актеров. Это у нас, ну, как правило, это сотрудники Сёрнтеатра, ну, которые более творческие, которые желают выйти на сцену. Работал у нас осветитель, который принимал участие в спектаклях. У него рост 2 метра, там даже, по-моему, еще больше. Володя работал с нами. И, конечно, такой фактуры просто нету, в театре не было, его использовали. Сейчас у нас выходит в одном спектакле, допустим, Руслан Бутафор, вот, который тоже не имеет сценического образования никакого. Ну, то есть он где-то в театральном кружке занимался, но тем не менее. Просто у нас, он опять же выходит в «Капитанской дочке», опять возвращаемся, да? Там просто вся труппа занята, и вот нам нужно было еще человек. Мы его ввели в спектакль, да. Так, еще какие? И еще у нас есть «Золушка», где мы привлекаем ребенка, то есть на роль пажа у нас играет ребенок, ну, дочка нашей актрисы Аллы Бузмаковой. Она выходит и уже давно, уже года 2-3, по-моему, работает в спектакле. Ну, наверное, это уже будущая профессиональная актриса. Наверное, Да, начинает первый опыт, можно так сказать, сценический. Но кто знает, может быть, у нас работает будущий Константин Хабенский. Насколько я помню, он начинал тоже работником сцены, по-моему, изначально. Но потом уже, так сказать, его пригласили, привлекли, и он стал профессиональным артистом. На самом деле опыт такой, он затягивает. Да, то есть главное попасть, сыграть первую роль, наверное, и уже потом не оторваться. Да, и там нужно, люди понимают потом, их это или не их. Также был необычный спектакль «Сорванец» по Крылову. Там актеры играли на инструментах. Это тоже весьма необычно. Я бы сказал, не был, а есть. Он то есть. есть, да, то есть выпустила у нас Ирина Астафьева, приезжала из Барнаула. Вот, и на самом деле интересное очень решение, когда была задумка, ну, поставить «Сорванца», как раз хотел художественный руководитель, чтобы это было классический такой водевиль, прям классический. Именно этой, кстати, пьесой открывался 132 года назад театр. Вот. То есть как раз годовщине, да, получается, как раз 130 лет как раз было, да, получается. Вот. Приехала Ирина и говорит, нет, мы не будем ставить так, как вы хотите, это классический. Я думаю, что будет актуальнее. Новое дыхание, свежее видение. Давайте сделаем так, как я хочу. На самом деле
Ирина сделала все правильно в том плане, что она сделала так, как она хочет, а не так, как хочет кто-то. Потому что я думаю, что если бы это был классический спектакль, ну, он был достаточно ровно прошел. А тут он вызвал действительно неподдельный интерес у публики. То, что оркестр, который сидит на протяжении всего спектакля, ну, то есть есть действующие лица, которые работают, да, исполняют персонажи, и непосредственно оркестр сидит на протяжении всего спектакля на заднем плане и периодически вживую играют. У нас там и Нирвану на балалайках играют, и на аккордеонах. Это очень интересно, на самом деле. И кто еще не видел, я советую сходить и посмотреть, потому что это необычное зрелище. Степан Федоренко у нас артист освоил как раз контрабас. Никто не верил. Да как можно научиться играть за 1 месяц на контрабасе? Ну, это невозможно. Как оказалось, возможно. Оказалось возможно. Давайте поговорим про современного зрителя, чего он ждет. Якутский зритель избалованный или все же более доверчивый и готовый воспринимать новое и необычное? Я думаю, что зритель у нас достаточно воспитанный, скажем так, и привыкший к театру, и с интересом смотрит на все спектакли, которые мы ему показываем. Также посещает спектакли, которые приезжают другие театры. Да? Вот буквально позавчера у нас приезжал Рязанский театр, выступал вот, спектакль «Яр» и Анна Снегина. Зал был полон и воспринимал с восторгом. На самом деле очень хорошие спектакли. Вот, летом приезжал у нас Владивосток. Каждый спектакль был полностью забитый, то есть билеты нельзя было приобрести. И это как раз не связано с пиар-акциями. По-моему, просто зритель любит театр. Из-за этого ходят на все новое, все свежее, что ему интересно. А какой репертуар необходим русскому театру сегодня? Классика или современная драматургия, или, может быть, какой-то микс? Ну, то есть использовать наш театр, ну, в целом русский театр страны. Как сказал мой учитель, да, в свое время, он говорит, театр же это как телега, она не может вращаться, ну, ехать с одним колесом. Тут обязательно должно быть 2 колеса. Ну, то есть, если мы будем ставить классику, ну, мы потеряем часть какого-то зрителя современного, да. Если мы будем ставить что-то только современное, опять же, более старшее поколение скажет, надоело уже это вот поиски новых форм, где классика, да. То есть это надо непосредственно развиваться в обоих направлениях. Ну и, как говорится, да, и везде успеть же надо. Да, Готов ли наш театр успеть-то везде? Ну да, а как иначе? У нас другого выбора нет. Тем более у нас по плану, допустим, 5-6 спектаклей в сезон выпускать. Ну не может же 6 спектаклей классических выйти, да, там, или 6 новых форм. Ну, то есть обязательно это надо варьировать. Мы стараемся выпустить и те варианты, и те. Если спектакль, ну, бывает такое, что спектакль сложный там, или не пошел зритель, ну, или зритель перестает на него ходить, ну, всякое бывает, то мы списываем, конечно. Андрей Григорьевич, вы же у нас главный режиссер и единственный режиссер, можно сказать, русского театра. Как работаете с приглашенными режиссерами? Вообще, какие планы на этот год? Вы уже несколько спектаклей перечислили. Будут ли еще приглашенные режиссеры к нам приезжать работать? То есть мы, из других регионов, может быть? Мы всегда работаем с приглашенными артистами, режиссерами, всегда их приглашаем. Сейчас, как говорил уже, у нас режиссер ставит Арапа приезжий. Потом у нас Ниренгринский режиссер. И после Нового года у нас тоже уже запланирован приезд режиссера. Но мы пока решили... Не торопиться? Нет, не то чтобы не торопиться. Мы приглашали на 1 спектакль. Сейчас уже рассматриваем другие варианты, чтобы... Ну, то есть... может, какой-то другой спектакль более актуальный, потому что геополитическая ситуация у нас нестабильная, всегда все меняется, а театр должен быть актуальным, он должен быть заостренный, да, то есть на какие-то темы высказываться интересные, которые сейчас интересны зрителю. То есть то, что мы планировали в прошлом году, это уже устарело, а сейчас новые реалии. Как и с пандемией, да, мы всегда подстраиваемся под новые реалии. Вот и в этот раз также. Из-за этого мы сейчас пока не афишируем, что мы будем ставить после Нового года, но мы думаем над этим. Вот хочется узнать у вас, какой спектакль в нашем русском театре, может быть, в детстве вы посетили первым,
Когда впервые увидели русский театр, какое у вас было впечатление? Сразу ли вы захотели стать главным режиссером? Нет, конечно. Ну, первые это, конечно, были сказки, и сейчас я не могу даже так сказать, как они на меня сильно повлияли, да. На самом деле, самое сильное впечатление от театра, от русского театра, да, у меня было, наверное, в студенчестве, когда я учился. Вот на первом курсе я посмотрел «Одиссею» Инока Якутского, как раз то, что выпускал Андрей Савич Борисов, и тогда, на самом деле, для меня было как удар обухом по голове, да, то есть от самой сцены, как сцена открывалась, да, занавес открывается, и там пустая сцена, и я такой, опа, это так возможно, что ли? Ну, то есть там леса какие-то стояли. Ну, это было для меня так как-то необычно, и сама тема очень интересная. В стихах написанное произведение, причем написанное по историческим событиям. То есть революция, вот это то, что в Якутии происходило, это было мощно. То есть, и мне очень жаль, что его давно не показывают. Ну, там тоже свои стечения обстоятельств, но где-то у вас в архивах этот спектакль есть. Но это впечатление удалось пронести вот через все студенчество, наверное, и дальше. Да, конечно. Ну а как заманить нового зрителя в театр? Я думаю, что тут формула очень простая на самом деле. Это честно выполнять свою работу, потому что каждый спектакль, который ты выпускаешь, ты должен выпускать как для своих близких людей, чтобы их не обмануть их надежды, да, какие-то. Не просто так какую-то халтуру сделал по-быстрому, смотрите, и все, а чтобы люди пришли и остались в театре. Потому что, ну, одно дело, когда зритель искушенно идет, ну, сегодня спектакль не очень, но я-то знаю, что есть и другие хорошие спектакли. А есть зрители, которые вот только пришел в театр, и его нельзя упустить. Если ты ему покажешь некачественный материал, он скажет, ну, был я в вашем театре, да, ну, смотрел я ваш спектакль, ничего интересного, пойду дома за компьютером посижу, YouTube посмотрю. Спектакли должны раскрывать какие-то темы, да, человеческие отношения, вот эти вот все. Я помню, ставил, когда в Русском театре свой дипломный спектакль «Эти свободные бабочки». Я сижу в зале, тоже смотрю на спектакль, а там пришла молодежь такая, и буквально передо мной там сидел паренек такой со школы, вначале тоже такой, мимо, все, мимо, потом такой начал втягиваться, там же тема молодежи была затронута, и там выходит мама персонажа главного в конце первого акта появляется, и он такой, это же моя мама. Ну, то есть, узнал в персонаже свою маму, то есть, да, свои какие-то эти переживания, да, то есть, и я думаю, что он после этого спектакля ушел уже другим человеком из театра. Ну, вообще, вот мне кажется, к театру невозможно быть равнодушным. Здесь, наверное, придешь, и если какое первое впечатление будет, если это, как говорится, любовь с первого взгляда, зритель продолжит ходить. Да, ну, либо сразу какое-то может быть негативное отношение. Вот вы согласны с этим? Да, само собой. Это может либо ты туда привяжешься и останешься, либо это будет, ну, отторгать тебя. Отторжение вызовет. Но что нужно в глобальном плане сделать для развития театрального искусства в Якутии в целом? Ведь не у всех жителей региона есть возможность ходить в театр. Притом многие хотят. Может быть, как сделать театр доступнее? Скажем так, я еще не додумался до этого, я в процессе решения. Но на самом деле мы работаем над этим, и, ну, как мы, весь театр и Министерство культуры. То есть, опять же, та же Пушкинская карта, она во многом упрощает посещение спектаклей. Да? У кого-то нет возможности сходить в спектакль, а тот вот тебе карточка, по которой ты можешь приобрести билеты, и ничего за это не платишь. Ну, работает, кстати, программа для многодетных семей. Расскажите об этом. Да, многодетная семья, опять же, 3 детей, да, не каждый может себе позволить 3 детей привезти на сказку, да, то есть за каждого заплатишь, да, то есть еще себе же нужно купить билет, ну, а тут социальная скидка от 3 детей, у нас, по-моему, 50% скидки, если 5 детей, то посещение абсолютно бесплатное. Для всех детей. Все, конечно, это семья уже может себе, не то чтобы может позволить, я думаю, что семья должна просто не воспользоваться, как можно не воспользоваться таким благом, да, и не сводить ребенка на сказку, сделать ему праздник.
Ну, как минимум, такие возможности делают театр доступней, и это уже хорошо, но в будущем, я думаю, что появятся новые хорошие идеи, обязательно будут реализованы. Да, конечно. Андрей Григорьевич, спасибо, что пришли к нам, пообщались. Благодарю вас за очень культурную и познавательную беседу. Уверен, что телезрители почерпнули для себя много важной и полезной информации. Желаю вам успехов в работе, ну и новых ярких премьер театру. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подходит к концу. С вами был Сергей Михедов. Смотрите нас по будням на телеканале «Якутия-24». Расскажем, чем живет Якутия.